Большинством «за» региональный парламент одобрил сегодня закон о поправке Конституции РФ. Флешмоб на знание родного языка стартовал месяц назад. Ребята снимают видеоролики и скидывают их в интернет. Результат – 1000 просмотров. Do you speak English? Родной язык через креатив и новые технологии. Расскажем о флешмобе в колледже сервиса и быта. Эта площадка даст возможность увеличения продаж. А увеличение продаж – это возможность увеличить в целом бизнес. Центр поддержки экспорта Ингушетии провел круглый стол с предпринимателями республики. Задачами нашего министерства в транспортном сегменте являются расширение географии груза и пассажироперевозок. Итоги за прошедший год подвели в Министерстве транспорта, связи и энергетики региона. По спискам сверяют с федеральных округов. Все, кто в тройку попал, зарабатывают путевку на финал первенства России. Канун первенства России по греко-римской борьбе памяти героя России Калиматова. Спортсмены уже прибыли. Здравствуйте, это новости 24. Большинством «за» региональный парламент одобрил сегодня закон о поправке Конституции РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. В Народном собрании прошло внеочередное 72-е заседание. В нем приняли участие представители администрации главы Ингушетии, правительства, прокуратуры, Министерства юстиции и уполномоченный по правам человека. Закон о поправке Конституции России о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти обсуждают сегодня депутаты Народного собрания Ингушетии. Он включает в себя более 200 поправок, которые закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, касаются семейных ценностей, территориальной целостности, признания детей приоритетом государственной политики. Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков подчеркнул, что положение законопроекта направлены на обеспечение безопасности страны и суверенитета государства. С 3 января законопроект был принят в первом чтении, и ко второму чтению поступило около 400 поправок, где более половины были внесены в закон. Принята поправка об обнулении предыдущих президентских сроков. Лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, не сможет снова стать кандидатом на пост главы государства. Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства. Поправки в основной закон запрещают действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним. Изменения внесены и в 68-ю статью Конституции. В частности, государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. При этом прописано, что Россия гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка. Браком в Конституции признается союз мужчины и женщины. Вводится норма о государственной гарантии минимального размера оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума. Индексация пенсии осуществляется не реже 1 раза в год. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Аздоев отметил, что поправки по социальным обязательствам наполнят основной закон России конкретными нормами услуг государства перед своими гражданами. Важным аспектом является положение об обеспечении адресной социальной помощи, так как благодаря этой мере общество будет видеть положительную динамику улучшения уровня жизни не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшено благосостояние конкретного человека или семьи. Также поправки в Конституцию прокомментировал и исполняющий обязанности первого заместителя председателя Михаил Илезов. Минимальный размер оплаты труда за 15 лет увеличился в 12 раз. При этом, согласно новым поправкам в Конституцию, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.
Не секрет, что пенсионеры – это одни из наиболее ущемленных слоев населения, и вопрос индексации пенсий находится не на приоритетном уровне законодательства. Таким образом, проведение индексации не носит первостепенный характер для государственных органов. Но появление в основном законе нормы, требующей ежегодной индексации пенсий, не оставит альтернативы для соответствующих структур по этому вопросу. Все это безусловная гарантия основного закона на закрепление достойных выплат для граждан для увеличения их благосостояния. В обсуждении законопроекта на заседании в Народном собрании приняли участие 28 депутатов из 31 действующих. После краткого обсуждения единогласно приняли постановление об одобрении закона Российской Федерации о поправке Конституции России, о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Подводя итоги заседания, спикер парламента отметил, что сегодняшние поправки в Конституцию страны нацелены на создание сильного, социально ориентированного государства. Также Магомед Индиев отметил, что в ближайшее время в регионе отметят две знаменательные даты – 250-летие единения Ингушетии с Россией и 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы были первые. Мы революцию первую поддержали. Благодаря поддержке ингушского народа на Северном Кавказе установилась советская власть. Золотыми буквами эти слова высечены. Поэтому свою роль перед государством мы не позволим никому занижать. Никому. Уважаемые депутаты, у нас хорошая знаменательная дата. Будем отмечать этот праздник. Мы накануне 75-летия победы над фашистской Германией. Вы знаете, что у нас более 60 героев России, Советского Союза. Более 60. Из них многие до конца не получили звания по каким-то понятным, нам понятным причинам и совсем непонятным. Значит, многих из них уже мы представили, чтобы, справедливость восторжествовала. Мы любим свою страну, мы любим свою родину и будем защищать ее всегда. Общероссийское голосование по поправке Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда России на закон. Поправки в Конституцию внесут, если их одобрят более 50% участников голосования 22 апреля. Диана Дударова, Жеридат Халухоева. Новости 24. Яркое лазерное шоу, показы фильмов в Дни Ингушетии в странах СНГ, выставка в Совете Федерации, в Госдуме и большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце. 250-летие со дня добровольного вхождения ингушей в состав российского государства в республике отметят с особым размахом. К важной исторической дате давно готовится Министерство культуры Ингушетии. Ведущие ансамбли республики отрепетировали новые номера. Театры удивят зрителей историческими постановками. Кроме того, в рамках празднования 250-летия в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, лектории, фестивали, конкурсы и молодежные флешмобы. 250 лет со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России республика отметит уже в этом месяце. Ну а 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отметят грандиозными парадами и шествием бессмертного полка по всей стране и за ее пределами. Ценой жизни миллионов солдат мы разгромили врага, освободили мир от фашистского ига. Их лица победы. Первый проект мировой истории использует искусственный интеллект для поиска информации о ветеранах. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких. О тех, кто воевал на фронте или работал в тылу. О бесстрашных воинах и подвигах Зелимхан Калоев. Султан Шабалатович, буквально ервалля, Последнее фото отважного воина ради нашего будущего, самоотверженно защищавшего страну от врага. Султан Измайлов родился в 1904 году в селе Икажево. Был одним из первых ингушей, получивших высшее техническое образование. После окончания Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта женился. Стремительно начал идти вверх по карьерной лестнице, пока в 1941 году Султан Измайлов не решает уйти на фронт. Он служил под Сталинградом в чине инженер-капитана и старшим военруком в управлении снабжения горючим Красной армии.
первую очередь халкдеги чилат, завахаса гусулташа булатович. В Музее краеведения материалы об участниках Великой Отечественной собирают по крупицам уже не один год. Зал переполнен фотографиями храбрых ингушей. История героического пути каждого из них по-своему уникальна и богата необычными деталями. Еще один герой – Абдурахман Гарчханов. На фронт попал в 29 лет. Гордый стан, уверенный взгляд, утонченные черты лица. Как очередное доказательство его храбрости и непоколебимого духа. Не успел жениться и обрести детей. Война опередила его планы. Стройный парень был, он имел огромный успех в молодежи. Вот прекрасно танцевал он. Это вот мой отец, Асканов Батый Заурбекович. Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу не ворвалась война. Аслан Асканов рассказывает о своем отце Бате Асканове, участнике Великой Отечественной с чувством гордости. На фронт Асканов ушел через год после начала войны. Был среди защитников Сталинграда, Севастополя и Керчи. У Аслана Асканова не сохранилась подробная информация о сражениях, в которых его отец участвовал. Когда уже дальше уходили, там, где он бомбу, когда кинули, вот тогда его контузило и закинуло землей, где он завалило. Несколько раз это было, он мне говорил, но я много и не спрашивал у него, от его отца. Он, правда, в школу его вызывали, там он много разговаривал с учениками. А мы так и не старались. Если бы сейчас как знал бы, я все у него расспросил. У каждой фотографии своя история. Уроженцы Ингушетии мужественно защищали свою родину в годы Великой Отечественной войны. Один из них – Ебенбулат Гагиев, командир эскадрона 255-го отдельного чечено-ингушского полка. На украинском фронте он был комбатом офицерского состава, затем дошел до Польши. Его подразделение оказалось в самой гуще Сталинградской битвы. Bak, kıdaz alır dihane, ben bulat dihane, lurş kuna diye kahiga dihane, mukrak şudur havayı enen alır, hayıh muk dihane, asودن askar bis der so dihane, so dihane la tabur sunoğosti, ahbahır de kur korsa da otşan, sagaj mutlu vagum moçu hayası ikken, korşti ihashilız boş kuga, ik bir yalatem yuhorız. Черно-белые фотографии на стеклянной полке Музея краеведения – яркое свидетельство подвига целой семьи и народа в борьбе с фашизмом. Можно себе представить, сколь велика была их ярость против этого масштабного зла, если из одной семьи на фронт отправилось 5 братьев, рассказывает Ахмед Асмиев. Его отец Татри Асмиев призвался в армию в 1939 году в Казахстан. Далее были годы на передовой. Участие в наступительных операциях под Курском, в городах Брянск и Орел. После этого у тыльных, передовой ханвас, султях, тыловик, старшина роты Волжи, по хозяйственной части дослужиться до 1947 года в Казахстане давал. Историй солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной, много, но немало среди них и тех, кто вернулся. В их числе и Абдулла Аплиев. Родился будущий защитник в 1914 году. Был смелым, грамотным, очень любил учиться. В 1939 поступил в советскую партийную школу во Владикавказе, но закончить не успел, помешала война. 27-летний Абдулла Аплиев отличился в боях храбростью и мужеством. Во главе разведроты их вовремя заметил противника их, преодолев минные поля с колючей проволокой, шходя чуть-чуть вяна, пофрица винуян лата. Цигиче с орден славы 3-й степени представить тебя еще в марте месяце за отвагу я хожу, с медалицей. Вторая мировая война, по общим оценкам, унесла от 50 до 80 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. И именно такие проекты, как «Лица Победы», помогают узнать чуть больше о тех, кто ковал эту великую победу, и помнить о том, какой ценой она далась. Такие разные лица, но такие схожие истории. Глаза, увидевшие потери, души, пережившие тяготы самой кровопролитной войны. Все они сражались ради общей победы. А сколько их еще пропавших без вести, о героических подвигах которых нам еще предстоит узнать. Сколько имен, сколько судеб отважных сынов, ринувшихся на войну. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Новости 24.
Работа над ошибками. Так в переводе с ингушского называется флешмоб, который организовали в колледже сервиса и быта. Движение призвано изменить отношение к родному языку. Популяризировав его, избавить носителей от наиболее распространенных ошибок в речи. Делают это студенты креативно, легко, не без юмора. Снимают скетчи, уже получившие популярность в интернете. Ирина Цычуева расскажет. Хануё галаймот ешишбац, ишт алыр харсты, ханёх галаймот ешишбац, ишт алыр нисырды. Вот на таких легких примерах здесь студенты колледжа сервиса и быта изучают ингушский язык. Флешмоб на знание родного языка стартовал месяц назад. Ребята снимают видеоролики и скидывают их в интернет. Результат – 1000 просмотров и лайков. Исламо и цаят. Исламы и цай. С оях чеки. Простых примеров много. Как признаются сами студенты, таким образом изучать ингушский язык намного легче и интереснее. Сначала ребята отсняли показательный видеоролик, изучили правила родного языка, уличные жанры или, как сегодня говорит по-ингушски, современная молодежь. Провели сравнительный анализ и включили в работу немного юмора. Флешмоб на тему «Галаташ царатом» получил популярность в интернете. В основном в видео попали те предложения, которые чаще всего звучат в обществе на ингушском языке. Для Амины Кациева и Арсама Какатиева вместе с их однокурсниками идея проведения флешмоба очень понравилась. Ребята подошли к теме со всей ответственностью. Здесь было важно героям говорить правильно на родном языке, без ошибок. Многие из них не являются студентами факультета ингушского языка. В основном это юристы, экономисты, модельеры и медицинские работники. Мы решили, мы чисто для своего колледжа, для начала это начинали, просто нам было интересно, нам хотелось чуть-чуть продвинуть наш язык, чтобы люди умели на нем разговаривать, правильно именно. И решили просто продвинуть такой проект. Для начала мы хотели остановиться на 2-3 видео, потом уже мы увидели, что есть отклик, очень большой отклик на наше видео, очень много просмотров, много репостов, перерепостов, и решили продолжать эту работу. Я с огромным впечатлением это все сделал. Я хотел участвовать в колледже, флешмобах, разных конкурсах, чтобы ингушский язык наш распространялся, чтобы все разговаривали на ингушском языке. Комментарии какие были в основном? Ну, больше позитивные были комментарии. А ты разговариваешь с друзьями на ингушском языке? Да, стараюсь. Популяризировать ингушский язык, сделать его среди молодежи востребованным, научить не просто выражать свои мысли на родном, но делать это правильно, как того требует ингушская стилистика. Вот, пожалуй, самая основная и важная миссия, которую преследовала преподаватель родного языка Мака Наурузова. Она уверена, после флешмоба студенты более охотно отвечают на занятиях, а в своем кругу говорят исключительно на родном для них языке. Главная цель нашего проекта – это популяризация ингушского языка, привлечение молодежи и вообще представителей современности к работе по сохранению ингушского языка и повышение интереса молодежи к этой работе. Основная задача, первая задача – это направить свои силы на более интересный проект, именно донести до них эти правила ингушского языка таким уникальным и современным путем, чтобы этот путь еще был эффективным и приемлемым для нашей молодежи. На этих роликах останавливаться энтузиасты не собираются. Здесь планируют закупить необходимое для снятия видео оборудование и продолжить знакомить молодежь с миром удивительного и такого родного для нас ингушского языка. Ирина Цычуева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Центр поддержки экспорта Ингушетии провел круглый стол с предпринимателями республики, куда была приглашена директор филиала торговой площадки «Олбис» Анна Панас. Цель визита Анны заключается в популяризации у предпринимателя экспорта продукции за пределы региона и зарубежные страны. Развитие информационных технологий вывело онлайн-торговлю на современные актуальные площадки реализации товара – в Алиэкспресс, Wildberries, Яндекс.Маркет и «Олбис». Торговые площадки, которые работают на конечного потребителя. Это такие площадки, которые мы с вами все знаем. Мы на этих торговых площадках заказываем себе одежду, заказываем книги, заказываем какую-то технику. И есть торговые площадки, которые работают в сегменте B2B. И это площадки, на которых взаимодействуют юридические лица. То есть промышленное оборудование или вагон зерна мы не купим на той площадке, где мы с вами, обычные обыватели, покупаем для себя одежду. А вот именно для бизнеса, именно для взаимодействия юридических лиц существуют торговые площадки B2B.
Альтернатива магазинам есть на многих площадках, и все они сконцентрированы на определенный вид товара. Allbiz – это международная площадка, имеющая в своем арсенале комплексный выход на зарубежный рынок. Ингушетия – субъект с развивающейся экономикой. Благодаря введенным инвестиционным кампаниям производство республики растет в разных направлениях. Реализацией товара предприниматели занимаются альтернативным способом. Кроме того, оборот продукции обычно не выходит за рубеж. Эта площадка даст возможность увеличения продаж. А увеличение продаж – это возможность увеличить в целом бизнес. То есть это повышение качества, так как, выходя на международный рынок, когда большое количество товаров и ценовая политика примерно одинаковые, уже нужно играть непосредственно качеством. И, возможно, это даст толчок для бизнесменов республики и не только повысит их в целом рентабельность их бизнеса, но и повысит качество их производимого товара. И это благоприятно скажется непосредственно и на нашей республике, так как мы будем употреблять и пользоваться более качественными товарами. Виды транспортных сообщений, новые авиарейсы, выплаты зарплаты в компании перевозки пассажиров, количество ДТП и многое другое сегодня обсудили в Министерстве транспорта, связи и энергетики Ингушетии. Там прошла итоговая коллегия за 2019 год. Там же затронули вопросы потребления энергоресурсов. Репортаж Дианы Дударовой. 5000 исполненных поручений, более 180 заседаний, 165 докладов. Минтранс подводит итоги за 2019 год. Участие в 7-й итоговой коллегии принимают не только представители Министерства транспорта, связи и энергетики, вице-премьер, заместитель председателя Народного собрания, а также работники Ингушавтотранс и МФЦ. Говорят о результатах совместной работы и перспективах развития ведомства. Отчетная коллегия проводится на этот раз в новом формате. Как вы знаете, в 2019 году указом главы Республики Ингушетия Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия преобразован в Министерство транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия. Транспортная составляющая – основа развития региона. Показатели всех видов транспортного сообщения за 2019 в некоторой степени улучшились по сравнению с предыдущими годами. Появились новые авиарейсы, увеличились регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Их осуществляют уже 28 транспортных компаний, 460 единиц автомобильных средств. Снизилось и количество ДТП до 12% по сравнению с 2018 годом. Задачами нашего министерства в транспортном сегменте являются расширение географии груза и пассажироперевозок, что, в принципе, детально обозначено руководством республики, непосредственно главой на 2020 и последующие года. Заместитель председателя Народного собрания Василий Светличный затронул на встрече вопрос, вызвавший в прошлом году много шума в компаниях перевозки пассажиров. Выплатили ли работникам их заработную плату? Как вопрос решается по зарплате? Какие проблемы сейчас? Почему? Потому что за последнее время и прокуратура, в общем-то, обращалась по этому вопросу. Как сейчас вопрос обстоит? Средства были изысканы. И оперативно, по-моему, даже неделю-две назад или месяц назад окончательно было погашена задолженность за 2019 год. Здесь же затронули вопросы потребления энергоресурсов. Так, уровень газификации в Ингушетии за 2019 вырос на 5%. Ну а проблемы с платежной дисциплиной населения по-прежнему находятся в списке актуальных. По итогам прошедшего года субъектами тарифного регулирования выступали 13 предприятий, валовая выручка которых составила порядка 2 миллиардов рублей. 27 тарифных решений, основными из которых являются регулирование тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газоснабжения. В ходе встречи обозначены проблемные зоны покрытия сотовой связью в регионе. Сейчас она составляет 90%. Полностью отсутствует в 3 селах Сунжанского района – Датых, Аршты, Чемульга. Неустойчиво в поселениях Вежари, Гейрбек, Юрт. За предыдущий год в Ингушетии построено и модернизировано более 40 базовых станций. До 2023-го министерство планирует достичь 100% показателя обеспечения сотовой связью во всех населенных пунктах. Более 85% операторов мобильной связи имеют возможность доступа к сети интернет по стандартам сотовой связи
3G. Около 50% населения обеспечено возможностью доступа посредством стандарта 4G с максимальной скоростью около 10 мегабит в секунду. На совещании министерство не только подвело итоги, но и озвучило задачи на 2020 и последующие годы. В их числе развитие информационного общества, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг. В свою очередь, члены правительства добавили, необходимо устранить ряд насущных проблем. Прежде всего, улучшить качество перевозки пассажиров, обновить автопарк на 200-300 единиц транспортных средств, заняться вопросом присвоения аэропорту статуса международного. Также сообщили, что рассматривают возможность приобретения новой электрички, которая, скорее всего, будет следовать по маршруту Назрань-Минеральные воды. Диана Дударова, Джамалей Тамасханов. Новости 24. Влияние коррупции на молодые умы, степень ее воздействия, очаги появления и причины жажды наживы. Обо всем этом говорили сегодня в Политехническом колледже Назрани. Там на эту злободневную тему прошел круглый стол. В мероприятии антикоррупционной направленности приняли участие сотрудники полиции, члены Общественного совета МВД по Назрановскому району, представители прокуратуры. Жаридат Халухоева расскажет об этом. Злоупотребление служебным положением, дача взятки или иное незаконное использование своей должности вопреки законным интересам общества. Примеров коррупционной деятельности немало. И все они, как известно, так или иначе актуальны в нашей республике. Муса Газгиреев много лет проработал в отделе экономической безопасности в региональном министерстве внутренних дел. По его словам, предшествующим фактором этого явления служит незнание гражданами своих юридических прав и обязанностей. Здесь каждый шаг, каждый документ, каждый, даже магазины, куда бы вы ни пришли в организацию, вы везде это будет сталкиваться, и к вам будет обращаться. Когда вот этот коррупционной направленности закон вы будете знать, как реагировать, что с вас требует этот человек, вы тогда можете уверены быть и свои права защитить. Окончательная победа над коррупцией, скорее всего, невозможна, говорят эксперты. Взяточников не страшит ни 291 статья Уголовного кодекса, ни страх лишения свободы до 8 лет. Мотивами служат социальный эгоизм, желание извлечь какую-то выгоду. Немало таких случаев и в образовательной сфере. Причины такого явления также разбирали на встрече. Среди основных причин коррупции в образовании можно отметить низкий уровень оплаты труда педагогов, недостаточно высокий статус педагога в обществе, снижение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, искажение критерий, используемых при назначении на административные должности в образовательных учреждениях. Коррупция проявляется в различных формах и видах, и для этого могут быть использованы не только материальные блага. Одна из таких форм – фаворитизм, когда коррупционер пользуется своим влиянием, властью или родственными связями. Допустим, случай, да, у ФСИНе там за то, что допустили к родственникам на встречу коленком, да, благодарили начальника УФСИН, тоже считается как получение взятки. То есть единственный способ избежать уголовной ответственности по уголовным делам данной категории – это не брать, не давать взятки. Коррупция – это едва ли не корень всех бед во всем мире. Впрочем, как уверяют студенты, они еще не сталкивались с коррупционной деятельностью. Круглый стол для них – своего рода возможность повысить правовую грамотность и создать законопослушную модель поведения в обществе. Такие мероприятия для нас очень важны, так как мы можем понять разницу между хорошим и плохим. Говоря о коррупции, могу честно сказать, у меня не было такой практики. Я не встречал никакой подобной коррупции. Я обычно веду себе тихую жизнь. Обычно хожу на учебу и гуляю себе. Спастись от системы взяток никому не удается, поэтому профорганы стараются чаще затрагивать такие темы именно в учебных заведениях. Они же молодые, неопытные по сознанию и так далее. И не знают, как себя вести. И с первого раза сразу же идти на поводу того или иного чиновника, или руководителя, или представителя органов власти, им нельзя в первую очередь обратиться. Это главный руководитель, который несет ответственность в любом объекте, в любом учреждении или организации или производстве. В заключение все участники круглого стола пришли к выводу, чтобы наказание за коррупционную деятельность было неотвратимым, а возможности решить вопрос в обход закона просто не было, бороться с коррупцией должны не только силовые структуры, но и общество в целом. И тогда уже не возникнет мысли «не дать, не взять».
Жардат Хулхоева, Джамалял Тамасханов, Новости 24. С 15 апреля в России начнут автоматически оформлять материнский капитал. Так, после рождения ребенка данные поступят в Пенсионный фонд страны из единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, препятствующие выплате. Если все в порядке, то сертификат будет оформлен и информацию о нем направят владельцу. Женщина, получающая мат-капитал и зарегистрированная на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата получит уведомление в личном кабинете. При этом граждане могут подать заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ. В таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до 5 рабочих дней. Уже завтра в Ингушетии стартует первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Оно будет проходить на протяжении 3 дней во Дворце спорта «Магаз» имени Бердыевлуева. Турнир посвящен памяти Героя России Алихана Калиматова. В состязаниях примут участие порядка 500 спортсменов. Они уже прибыли в наш регион. Долгие и изнурительные перелеты для спортсменов уже позади. С трапа самолета атлетов проводили сюда. Здесь, во Дворце спорта имени Бердыевлуева, находится более 500 участников из Рязани, Москвы, Ярославля, Краснодарского края и других регионов России. Некоторые уже успели расположиться в местных гостиницах. Пока одни отдыхают, восстанавливают силы и знакомятся друг с другом, наставники заняты их аккредитацией и проходят мандатную комиссию. В аэропорту встретили уже товарищи, тренера местные, был предоставлен транспорт, очень приятно привезли. Сейчас вот прошли комиссию, в данный момент едем размещаться. Все, мы очень довольны. Очень нам нравится к вам приезжать. Подаешь заявки, проверяют состав, то есть именно списки сверяют с теми, кто прошел отбор, именно чтобы никаких посторонних не было, грубо говоря. То есть по спискам сверяют с федеральных округов. Все, кто в тройку попал, зарабатывают путевку на финал первенства России. Вот эти заявки проверяют. И, соответственно, возраст, младший возраст, там справки смотрятся, диспансеризация, все эти документы, оформление правильности. Встречают прекрасно. Люди добродушные, любят гостей, уважают гостей. Вот я сегодня ездил устраиваться в гостиницу, как прекрасно приняли. Никаких эксцессов нет, что надо, пожалуйста. Это нет, другой что-то вариант предлагает. Организацией соревнований такого масштаба по-настоящему восхищен и Даниил Каспирович. Спортсмен родом из города Зеленогорск Красноярского края. 6 лет назад он начал осваивать азы борьбы греко-римского стиля. Участвовал во многих состязаниях в разных регионах страны. В Ингушетии впервые и познакомиться с местными ребятами еще не успел, рассказывает атлет. Все хорошо организовано, зал такой красивый, большой, мы уже посмотрели. Спортзал тоже, можно размяться, где есть места. Новые ковры на борцовских площадках и полностью оборудованная в техническом плане арена, соответствующая стандартам проведения первенства России. Это безусловный рост ингушского спорта. Турнир по греко-римской борьбе посвящен памяти человека, который сам боролся и отстаивал интересы своего народа, противостоял терроризму и внес огромный вклад в дело обеспечения безопасности страны. Алихан Калиматов за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни. Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 года ему было присвоено звание Героя России посмертно. Всех спортсменов, гостей, участников турнира встречаем, размещают, все четко проходит по программе, по регламенту, никаких замечаний нет. Сейчас прошли ряд мероприятий, уже к началу турнира. Завтрашний день нам уже даст утреннее взвешивание и старт. Представители команд, тренеры и судьи, принимающие участие в соревнованиях, обязаны руководствоваться настоящими правилами. Так и сегодня совещание судейской коллегии, а затем и жеребьевка положили начало бескомпромиссным схваткам. Микаил Тангиев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.